сами члены жюри. Темы моего мастер-класса не носят обучающий характер. Я сегодня хочу вам предложить лишь еще одно направление вашей творческой профессиональной мысли. В мае 2015 года я встречалась с своими выпускниками, девятиклассниками. Мы вспоминали с ними наши чудесные 4 года. И один ученик, Влад Челых, мне сказал: Наталья Леонидовна, на уроках русского языка мы частенько вспоминали ваши 3 пакета молока. И я подумала, если спустя 9 лет, 5 лет учебы в начальной школе дети об этом помнят, почему бы мне не поделиться этим опытом с своими коллегами. Итак, опыт эффективной работы над словарными словами с опорой на образную память воспитанников или 3 пакета молока. Сначала определимся с понятием словарная работа. Словарные слова в начальной школе – это целая группа непослушных слов, правописание которых зачастую не подчиняется ни одному правилу русского языка. Эти слова невозможно проверить, поэтому их приходится просто заучивать. Список словарных слов составляется с учетом того, какие слова используются сегодня, являются популярными в словаре среднестатистического человека. Так мы с вами, наши мамы, учили слова колхоз, октябренок, пионер. Сегодня дети запоминают слова компьютер, фломастер и так далее. Словарные слова нужно знать наизусть, как таблицу умножения. Но таблица умножения занимает 1 тетрадный лист, а словарные слова – целый словарь. Работа над словарным словом состоит из 3 этапов. На первом этапе мы выясняем лексическое значение слова. Убеждаемся, что всем понятен смысл слова. Формируем у ребенка необходимый образ, если слово обозначает предмет. На втором этапе мы пытаемся сделать всевозможные упражнения для того, чтобы ребенок запомнил, как пишется слово, запомнил движение руки, запомнил движение глаз при написании слова и так далее. И на третьем этапе мы предлагаем иллюстративные упражнения, которые должны продемонстрировать учащимся образцы употребления такого слова в речи. Все вышесказанное, безусловно, к предмету русский язык. И тогда в чем же интерес ваш, уважаемые коллеги, предметников других, иных дисциплин? Во-первых, федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования предусматривают обязательное знание понятий и терминов в рамках учебного предмета. Это минимум знаний, которыми должен овладеть каждый учащийся, иначе ни углубления, ни расширения знаний не получится. Во-вторых, необходимость обучения владению понятийным аппаратом определяется и прохождением государственной итоговой аттестации, где учащиеся должны раскрывать основные понятия курса, прослеживать логические связи, формулировать собственные логические суждения, то есть использовать термины и понятия в письменной речи. И неправильное написание термина ведет за собой недобор баллов, так как автомат не распознает неверное написанное слово. Ну и в-третьих, уважаемые коллеги, мы с вами работаем в уникальном заведении, где обучаются дети с ярко выраженными способностями к искусству, у которых, согласно концепции одаренности, мы можем наблюдать такие признаки одаренности, как наличие специфических стратегий деятельности, сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности. И мы не можем пройти мимо этих особенностей наших учеников. И мы не можем не предложить ребятам разнообразные приемы освоения учебного материала, решения учебных практических задач, в том числе и на этапе работы со словарным словом на уроке русского языка и с терминами на уроках других предметов. Для дальнейшей работы, уважаемые коллеги, я вам предлагаю пройти 2 теста и исследовать свою память. Я с благодарностью обращаюсь к тем, кто сидит за столом и принимает участие непосредственно в мастер-классе. Но если коллеги, сидящие за столами, хотели бы тоже поучаствовать в этом, есть листочки, есть ручки. Итак, приготовьте, пожалуйста, маленькие листочки и ручки. Нужно помочь, пожалуйста, ручки коллегам, которые за столами. Первый тест. Это методика Александра Романовича Лурии. Называется 10 слов. Тест на проверку кратковременной слуховой памяти. Я сейчас прочитаю несколько слов. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Когда я окончу читать слова, запишите те из них, которые вы запомнили. Порядок слов можно нарушать.
И, пожалуйста, не подглядывайте и не разговаривайте друг с другом. Итак, готовы. Лес, хлеб, окно, стул, вода, конь, гриб, игла, мед, огонь. Пожалуйста. Запомнили, лишние слова вычеркивайте, и мы потом посмотрим, сколько слов у вас в итоге написано. Проверяем. Лес, хлеб, окно, стул, вода, конь, гриб, игла, мед, огонь. Пожалуйста, в группе обсудите, посмотрите свои результаты. Если вы записали 10 или 9 слов, у вас оптимальный объем памяти. Если 7 или 8 слов, допустимый. Если 5 или 6 слов, критический. Скажите, пожалуйста, группы, сколько человек в группе с оптимальным объемом памяти? Спасибо. Уважаемые коллеги, для чистоты эксперимента я должна была бы вам читать эти слова до тех пор, пока бы вы их не запомнили. И через час мы бы только проверили объем вашей кратковременной памяти. Но поскольку мы во времени ограничены, мы полный эксперимент не проводим. Но сейчас вы уже тоже убедились, что с первого раза на слух не все могут запомнить нужные нам слова. Второй тест можете на обратной стороне или же на этой же рисовать, а на другой стороне будем писать слова. Второй тест. Я буду называть слова, а вы, пожалуйста, схематично очень быстро зарисуйте образы, которые вам помогут вспомнить это слово. Слова буду называть достаточно быстро, и также будет 10. Итак, приемник, цветок, стул, шляпа, лампа, дискета, фотоаппарат, нож, муравей, груша, прошло. Вот. И теперь, пожалуйста, воспроизведите все слова, которые вам кажется, вы зарисовали. Приемник, цветок, стул, шляпа, лампа, дискета, фотоаппарат, нож, муравей, груша. Ну, наверное, можно теперь даже похвастаться, сколько человек запомнили все 10 слов. Можно руки поднять. Да. Ну, гораздо больше, гораздо веселее. Опять же, этот эксперимент не совсем чист, но мы к этим нашим листочкам вернемся в конце мастер-класса. Поэтому пока их отложите, пожалуйста, и пока про них забудем. Итак, такие эксперименты в октябре 2015 года я проводила со своими первоклассниками на уроках профессия школьник. Можно увидеть из таблицы, что действительно при помощи образов дети запоминают слова гораздо лучше. И такая память срабатывает у детей гораздо лучше. И нам с вами, уважаемые коллеги, уважаемые родители, приходилось запоминать первым способом слова, когда мы с вами учились в школе, когда мы учились в вузе. Насколько этот способ эффективен, говорит само название методики – кратковременная память. И она не всегда переходит в долговременную память. Вспомните, сколько мы всего учили, сколько сегодня осталось в голове, да, механически заучивая что-то наизусть. Но нас с вами, уважаемые коллеги, не может удовлетворить такой процесс запоминания терминов, иностранных слов, слов на иностранном языке, имен ученых, знаменательных дат. Тем более, что такое механическое запоминание возможно всего лишь при определенном развитии
волевых процессов, которые у наших воспитанников не всегда развиты на уровне на возрастном уровне. Младший школьник при правильной организации обучающего образовательного процесса овладеет волевыми качествами лишь к концу 4 класса, в лучшем случае к концу 3 класса. Словарные слова мы изучаем с 1 класса, их порядка 30. И это при том, что первокласснику необходимо не только запомнить, какую букву писать, но он должен вспоминать, как эту букву писать, какие делать соединения до этой буквы, после этой буквы, писать ли ее заглавную или строчную. То есть работа достаточно большая. Я хотела бы здесь еще провести параллель между первоклассником и учеником любого другого класса, который приходит к нам в гимназию учиться. Ведь любой другой ученик тоже испытывает определенные трудности адаптации, что мешает ему быть внимательным на уроке. Возможно, его воля сформирована на недостаточном уровне, возможно, его память сформирована не так, как нам об этом говорят учебники по психологии. А к словарной работе на уроках русского языка добавляется еще работа с терминами на новых предметах. И звучат там совершенно новые слова, которые не были в употреблении у ребенка. То есть работа достаточно для него, для воспитанника, трудная. Итак, как же можно использовать ресурсы наглядно-образной памяти при организации словарной работы? Еще на этапе изучения букв мы с своими воспитанниками придумываем каждый раз, на что похожа буква. Этот прием используют все учителя начальных классов. Он помогает детям запомнить силуэт, образ буквы, позволяет разнообразить работу по запоминанию внешнего вида букв русского алфавита. И мне кажется хорошо, когда буква похожа на тот предмет, написание слова которого начинается с буквы. Например, жук похож действительно на жука, дом похож на букву «Д». Так родился прием, который я и назвала «3 пакета молока». Думаю, здесь ничего объяснять не надо. Образы букв запечатлены в тех предметах, которые обозначают слово. К концу 2 класса я подключила к поиску таким образом воспитанников своих, которые пошли еще дальше. И, например, в слове «коллекция» мы пишем 2 буквы «Л», потому что 1 марка – это 1 марка, а 2 марки – это уже коллекция. Собака пишется с буквой «О», потому что практически у любой собаки хвостик колечком. Это предложено моими учениками, да, вот уже эти образцы. Таким образом, этот прием мне помогает не только эффективно работать со словарными словами, но и формировать у воспитанников такие универсальные учебные действия, как познавательный интерес к новым способам решения задач, осуществлять поиск необходимой информации в разных источниках, использовать знаковые символические средства, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, допускать возможность существования людей разных мнений, поскольку с тем же словом «коллекция» разные дети работали по-разному. Предлагаю вам сегодня, уважаемые коллеги, попробовать этот прием на практике. Для работы на столе у вас есть, глазками можете проверить, листы А4, маркеры и лист со словами-терминами, с непроверяемым написанием, взятые из учебников по разным дисциплинам, начиная с 5 класса. Задание на выбор. Предлагаю в группе пофантазировать и придумать демонстрационную карточку так, чтобы опасные буквы были похожи на те предметы и явления, которые обозначают эти термины. Второй вариант. Вспомнить свои последние уроки, словарную работу на этих уроках, работу с терминами и проработать над последним словом вашего предмета, в котором есть непроверяемое написание. По итогам группы выступит 1 человек и продемонстрирует творческий продукт. На работу у вас 5 минут. Когда пройдет 4 минуты, я позвоню в колокольчик 1 раз, 2 раз позвоню по истечении 5 минут. Спасибо. А если человек с законом мужа, что у вас симметрия? Ваша группа
наверное, с места, так, чтобы всем было видно. У нас было 3 слова. Первое слово симметрия. У нас на это слово было два таких образа. Симметрия — это крылышки у бабочки у нас симметричны. И человек в погонах военный, у него тоже погоны симметричны. Да? Случайно. Без звездочки. Второе слово вокзал. Тоже было 2 образа ярких, мы нарисовали одно. Вокзал, на любом вокзале есть часы. Круглые. И третье слово циркуль. И мы изобразили в форме самого циркуля. Спасибо. Давайте Да, поаплодируем. Спасибо. Вам слово, пожалуйста. Так, первое слово у нас было галерея. Мы представили как раз эту галерею, что она одна уходит вдаль и изображается буква L. Одна. Дальше слово погост. Нам почему-то в образ пришел сразу же большой холм. Вот мы его попытались изобразить таким вот. Да, на вершине сундуки для сбора дани как раз. Буква О. Можно было еще монету нарисовать, да? С автографом было посложнее, конечно. Автограф нам пришел образ автора, но его мы изобразили не как смайлик, да, чтобы не было буквы О, а в виде такого человечка определенного. И F — это ассоциация с фотоаппаратом. Спасибо. Простите, пожалуйста, так слово какая там буква? О. Ну, похоже, красиво. Да. Да еще есть точка. Поскольку на погостах собирались денежки, да, можно, значит, было нарисовать денежку, монетку. Инсоляция. Инсоляция – это прямое попадание солнечной радиации на земную поверхность. Естественно, она связана с Солнцем. Мы нарисовали Солнце и прямое попадание солнечных лучей на земную поверхность. Так ребенок запомнил. Второе понятие – космополиты. Это особи виды, которые широко распространены на территории земного шара, идут вслед за человеком. И к ним относятся такие виды, как черная крыса, серая крыса. И мы пытались изобразить окно напоминанием крысы. Так, балет. Хореографическое искусство. Нам нужно было показать букву А, но мы постарались элементы хореографические. Изящное изображение буквы А. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за творческую работу на таком высоком уровне. И думаю, вы убедились, что сделать это не так трудно, но это действительно позволит нашим детям запоминать написание терминов гораздо быстрее, гораздо эффективнее, а значит и позволит им быть более успешными при работе в письменных работах. Уже времени немного не остается времени, поэтому мы, конечно, с памятью уже больше экспериментировать не будем. Но я думаю, что если бы мы еще раз попытались вспомнить первую десятку слов и вторую десятку слов, вторая десятка бы выиграла сегодня под тем образом, который вы зарисовали. Я надеюсь, что я вас в этом убедила. Ресурсы наглядной образной памяти действительно помогают сохранять информацию эффективно и надолго. Но вернемся к нашим пакетам молока, к 3 пакетам. У каждой группы есть таких 3 пакета. В первом пакете жирность всего лишь 0,5%. И это значит, что этот прием не подходит для моего предмета. Второе молоко повкуснее, 2,5% жирности. Было интересно, и я смогу использовать прием со своим ребенком. Третье молоко самое вкусное, самое жирное. Буду использовать на уроках. Пожалуйста, в группе оцените мой мастер-класс. Если он вам понравился или не понравился, используя пакеты с молоком. Если ваше мнение не совпадет с групповым, я буду рада его выслушать. Нашей воспитанницы, что в этом можно хорошо играть дома, а не только работать дома. Спасибо большое. Тогда я буду завершать и передаю слово следующему участнику. Спасибо огромное.